жарко. Ага. Ага, ну Ага. отлично. Сегодняшняя наша тема — развитие лидерских и управленческих качеств, потому что как не вы, вот очень, ну, внутри, знающий человек, который внутри, расскажите нам, что это такое? Да, значит, я тут думала немножко перед эфиром, как же построить наш с вами Ага, диалог, да? Ну, ага. для начала, наверное, я все-таки хочу задать вопрос всем нашим участникам. Вот поставьте, пожалуйста, один плюсик те, кто считает, что у них есть лидерские навыки, что, ну, те, кто себя считает лидерами. Либо, ну, либо так получилось, либо, ну, может быть, по работе, либо, может быть, вы считаете, что вы такие прирожденные лидеры. Пожалуйста, поставьте плюсик лидеры. Угу, Саша лидер. Добрый день, Саша. Добрый вечер, точнее, у вас уже. Мечея, вы сама лидер? Себя Конечно. считаете лидером? Как вы С знаете, детского сада. да? Если что, все сразу. Это мече. Да. А одна только лидер? Неужели только одна? Больше никто не считает себя? Алена, да. Привет, Ален. Еще один лидер. Кто еще считает себя лидером? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Мгм. Вот, Спиридон. Народ. Пошли, вот. Мгм. Да. А кто не считает себя лидером, напишите минус. Кто хотел бы, ну, может быть, пытается развить в себе такие возможности. Вот. Но если говорить о лидерстве, вот у нас пока что только 4 признания, да, мы собрали. Если говорить о лидерстве, то, ну, лично я считаю, как бы, давайте будем сразу говорить, что я буду опираться на свой просто профессиональный опыт, да, поскольку вопросами лидерства и управления занимаюсь с 2003 года, наверное, даже раньше, как только закончила программу MBA в 96 году. Наташа Попович, вы себя не считаете лидером, окей, принято. Вот. С 1900, аж сложно это произносить, да, на самом деле, 96 года я занимаюсь вопросами, изучаю вопросы лидерства и управления. Поэтому хотела бы сразу разделить, да, вот, и сказать, что я буду говорить только о своем личном мнении, потому что эта тема реально очень избитая, очень популярная, очень глубокая, многогранная, но сколько людей, столько и мнений об этом в этом вопросе, да, поэтому я буду опираться чисто на свой личный опыт, на свои знания. Вот. И хочу сразу разделить лидерство и управление. На самом деле лидерство и управление, с моей точки зрения, это две совершенно разные вещи, которые, ну, условно, очень весьма условно, я бы разделила следующим образом. Лидерство опирается, с моей точки зрения, в большей степени на врожденные качества. Опять же, если говорить с точки зрения психологии, то однозначно мы можем разделить, ну, как минимум 3 типа лидерства, да, Да. в зависимости от психотипа. То есть это либо конструктор, либо центрист, либо рефлектор, и у каждого из них будет свой стиль лидерства, да. То есть очень многие путают и считают, что лидер – это всегда такой громкий, активный, такой энергичный, там, позитивный, веселый и так далее. На самом деле нет, лидерство, оно очень разное бывает. Человек может быть абсолютно замкнутым, интровертом, абсолютно углубленным в какую-то свою тему, но он будет лидером, и за ним будут идти люди, да, потому что он, ну, такой шизоидный тип, он там конструктор по рождению, да, и, соответственно, у него немножко другой стиль лидерства. Но в любом случае, на мой взгляд, лидерство, оно опирается и питается энергией, и опирается именно на тот типаж, с которым человек родился. А управление для меня это больше все-таки такая штука, которая опирается на технологии. То есть управленческие навыки – это обычные навыки, как навык калькуляции, как навык правописания, как навык чего угодно, да, движения. То есть управленческие навыки, их можно развить абсолютно любые. А вот лидерские качества – это то, что человеку дано, и то, что, конечно, он тоже может развивать. Но если у человека, например,
стиль лидерства вдохновляющий, мотивирующий, то вряд ли, то есть не то, что вряд ли, ему будет сложно развить в себе авторитарный стиль управления. Или наоборот, если человек родился таким, знаете, дисциплинированным, собранным, ответственным и требует того же от всех окружающих, то это его манера, это его стиль лидерства. И вряд ли ему удастся быть таким, знаете, веселым, заводным, живчиком, таким, знаете, мотивирующим лидером. То есть вот это вот мое глубокое убеждение, что необходимо развивать тот стиль лидерства и находить в нем плюсы, с которым человек, в общем-то, пришел на этот свет. Я уверена, что найдутся те, кто будут с этим спорить, но тем не менее, это вот мое такое убеждение о том, в чем различие между лидерством и управлением. Вот. Это первое, что я хотела бы сказать. Да, это вы листаете мой сайт. Да. Ага. На сайте у меня сколько работы, которые я провожу. На данный момент я работаю в основном, конечно, в центральноазиатских странах. Проводила тренинги также в России, в Украине, в Македонии, вот это Туркмении, в Румынии. В основном, конечно, на русском языке читаю тренинги. И вот эти все тренинги, это вот, Румыния с Македонией, где мы проводили тренинги в 2000, по-моему, 16-15 году. Это конференции в Иордании. Еще это вот Украина. Алмаз Кредит Сервис. Да, в Якутске, да, в Якутске, конечно, время от времени я бываю и, естественно, стараюсь там тоже проводить какие-то тренинги, мероприятия по приглашению клиентов моих. Это всегда приятно. Вот. Какие-то игровые технологии тоже очень люблю внедрять в свою работу. Вот. А что касается теперь развития лидерских качеств, да, то есть у нас такой вопрос, а как их вообще, как развить? Тогда у меня встречный вопрос, а зачем их развивать? То есть для начала нужно, мне кажется, определиться с целью, да. Вот есть люди, которые ходят на тренинги, как развить лидерские навыки. А для чего? Какая цель вообще? Вы что хотите? Вы хотите там свой бизнес иметь и считаете без лидерских качеств никак? Или вас назначили руководителем, вы считаете, что вам необходимо развивать эти лидерские навыки? Или вы просто там себя недооцениваете, недолюбливаете, там еще что-то, и вы хотите. То есть для начала нужно понять цель. Зачем мне эти лидерские навыки? Вот к чему я их потом буду прикладывать? Потому что без места приложения очень сложно любой навык развить. Да? Это простую аналогию, если приведем, то с языком. Да? Вот очень многие люди говорят, я хочу изучить английский язык. Или там французский. Мне нравится французский язык, я хочу его изучить. Хорошо. Где и с кем ты будешь на нем разговаривать? Пока как бы негде, может быть, когда-нибудь, вот в этом случае, может быть, когда-нибудь вы не сможете изучить язык так хорошо, как если у вас конкретная ситуация и потребность. Да? Точно так же здесь. Когда вам необходимо, вы считаете, развить ваши лидерские навыки, то обязательно нужно ставить перед собой цель. Что вы хотите? Набрать команду, повысить ее эффективность, например, да? Или, например, зайти на новый рынок, не знаю, там, увеличить количество клиентов. То есть должна быть конкретная задача, которую вы перед собой ставите. И тогда по отношению к этой задаче вы уже можете найти инструменты, которые помогут вам развить лидерские качества. Потому что если вот в целом говорить вопросы лидерства, да, попытаться дать определение, то, опять же, вот с моей точки зрения, нет единственно правильного определения лидерства. Точно так же, как нет определения там, понятию «любовь». Да. Она же абстрактная. Каждый человек подходит к этому по-своему же, да? Например, вот есть... Есть такое вот, у меня тоже вот такое как бы хватка в бизнесе, да. Например, мне этого не хватает, а в другом очень много других, да, в душевном состоянии, чтобы ходить и так далее. Поэтому мне нужно развивать вот это качество-то свое. Оно-то же и есть воинское качество-то. Можно и это. Ага. Если говорить о конкретных более характеристиках, да, то вот на мой взгляд, что такое лидерство? Как вот знаменитый треугольник, да, есть сначала есть какой-то импульс, энергия, эмоция.
Из этого импульса, энергии или эмоции рождается действие. Да? Чем сильнее энергия, чем выше уровень энергетического потенциала, чем выше эмоция, да, причем неважно со знаком плюс или со знаком минус, тем активнее действие. Чем активнее действие, тем ближе вы к результату. Да? То есть получается сначала энергия или эмоция, потом действие, потом результат. Получается, что лидеров мы оцениваем как бы по результатам. Да? То есть лидеры – это те, которые добиваются результатов, или их команда добивается результатов. Соответственно, вот на этом уголочке, там, где рождается энергия, лидеры часто характеризуются следующим образом. Лидер – это фактически розетка, внутри которой всегда есть электрическая энергия. А все его последователи – это такие, знаете, вилки. Они все время ходят и ищут, кому бы присоединиться, у кого напитаться энергией, да, потому что люди, которые не могут сами, например, построить свой бизнес или управлять своей жизнью, все время такие апатичные, вялые, да, то есть им необходима все время какая-то подпитка, и они все время ищут для себя подсознательно лидера, у которого можно было бы напитаться. А вот лидеры – это те люди, которые наполнены этой энергией созидательной всегда. Она у них откуда-то берется. Ну, там, психологи говорят, там у них достаточный объем ретикулярной формации, да, которая, собственно, вырабатывается не только в том объеме, который нужен для них лично, но и в том объеме, который они могут качать, распылять и, в общем-то, питать всех вокруг, да. Соответственно, лидеры, они такие не потому, что они такие молодцы, да, а просто они такими родились в большинстве своем. Из них хлещет эта энергия, выплескивается. Но если мы хотим поднять свой уровень вот этой ретикулярной формации, то есть уровень энергии внутри нас, который будет двигать нас к действию, которые приведут нас к результату, соответственно, результаты зависят напрямую от этой энергии, да? То есть несколько таких вот простых действий, которые могут повысить эту энергию. Ну, во-первых, необходимо понять и оценить для себя свой уровень энергии. Вот если я сейчас попрошу вас от 0 до 10, опять же, поставить себе оценку. 10 – это у меня столько энергии, что я могу горы свернуть, я могу за собой людей вести, там, я могу зажечь свои идеи, я могу просто вот, всех воодушевлять. И это я делаю на протяжении всей своей жизни, да, тогда ставьте 10. Если, значит, вы вот так вот колеблетесь, то вы, значит, зажигалка, то вы тухнете, то вам весело, то грустно. Поставьте себе 5. Если вы считаете, что у вас всегда такое вот грустное настроение, вы такой, знаете, вот нуждаетесь всегда в какой-то внешней подпитке, в какой-то психологическом поглаживании, там, помощи, тогда поставьте себе там 2, да, 3. Если просто грусть, тоска, депрессия, просто вот жить не хочется, ну, не дай бог, конечно, да, но такое тоже бывает, то 1. Если хотите, можете сюда поставить, потому что интересно понаблюдать, у кого какой уровень, да. Ага, значит, с переменным успехом, Евдокия, 5. 5. Ну, наверное, собственно, поэтому вы на этот эфир и пришли, да. Если была бы 10, вы бы на него забили и сказали, что мне там делать. Хорошо, 5. Угу. Ну, прямо все 5-очники у нас, все отличники. На самом деле, да, вот когда у вас 5, что с этим делать? Значит, есть такой прием, который помогает... у кого-то 10, супер. Значит, в следующий раз, Мечея, про лидерство, пожалуйста, да, вот да. с ней эфир. Наташа точно. Смотрите, точно 10. Когда у человека 5, это означает чаще всего, что без внешней поддержки очень тяжело себя напитать энергией. Да? И, ну, вот опять же, из опыта, почему очень многие люди обращаются к внешней помощи, к психологам, коучам, еще кому-то, к подружкам элементарно, да? Потому что необходима внешняя подпитка. Нужно найти человека, который вас обожает, любит просто так. Ни с того, ни с сего. Это может быть ваш ребенок, это может быть ваша вторая половинка, ваша мама, ваша сестра, подружка, да, и сказать, вот сесть вот и поговорить, да, вот скажи, я вот, как ты думаешь, я справлюсь, а я смогу, а вот у меня вот это не получается. Вам нужен человек, который, безусловно, будет вытаскивать вас, говорит, ты что, ты лучшая,
только у тебя получится. Ты вот в этом деле просто ты классная, ты вот это сможешь, а кто кроме тебя, да? Потому что вот люди, которые ставят себе пятерку, они очень часто зависят от мнения окружающих, да? И если вы получаете какую-то негативную оценку, кривой взгляд, косой какой-то взгляд, какое-то лишнее слово, то очень часто вас туда вот в минус как бы, может занести, да? Поэтому для того, чтобы вот восстановить этот уровень энергии, важно иметь рядом человека, который тебе будет всегда говорить: лучше тебя никого нет, ты молодец. То есть нужно найти такого человека. Вот моя дочь присоединилась. Вот моя дочь для меня является вот таким энергетическим потенциальным, ну, она повышает мой энергетический потенциал, да, то есть я думаю, что мы с ней совместно это делаем друг для друга, поэтому нужно все время находить людей вокруг себя. И, знаете, есть у философа Луция Анны Сенеки очень хорошее высказывание, которое я обожаю. Он говорит: проводите время только с теми, кого вы можете сделать лучше. Тратьте свое время только на тех, кто вас может сделать лучше. То есть вот это ваше окружение, которое помогает вам двигаться вперед и наверх, вот с ним нужно оставаться. Это, конечно, очень неприятная рекомендация, но отсекайте тех, кто несет негатив. Вот они вам зачем? Не надо с ними общаться, да, те, которые говорят: ой, ну кто ты вообще, ну что ты из себя представляешь, ну куда ты вообще ломишься, там без тебя куча народу и так далее, да, то есть эти люди вам никогда ничем не помогут. Окей, вы можете их выслушать, знаете, так, мимо себя пропустить информацию, но не надо с этими людьми надолго оставаться и слушать их мнение. И это работает, реально. Это работает лучше, чем всякие тренинги, всякие тренажеры и так далее. То есть первое – это люди, которые вас окружают. Второй очень важный момент, лично на мой взгляд, это состояние вашего физического тела. Потому что энергия, она вырабатывается, это как химические вещества помогают вырабатывать энергию. Да? Это ваш гормональный фон, это наличие там определенного количества витаминов, микроэлементов и так далее. То есть проверьте свое здоровье элементарно. Если элементарно уровень кровяного давления слишком высокий или слишком низкий, если у вас какой-то гормональный дисбаланс, если у вас что-то в организме не функционирует на 100%, вы просто не сможете вырабатывать эту энергию при всем желании. То есть энергия – это не психическая субстанция, это субстанция физическая. Поэтому я лично в этом абсолютно уверена. Да? И я уверена, что вы просыпаетесь иногда и думаете: ой, сегодня нет сил, там болит голова, или сегодня нет сил, я вчера там переел, перепил, не знаю, все что угодно. Согласитесь, в этом случае нет энергии. То есть физика, окружение, и потом только включается голова. Приблизительно такой порядок, на мой взгляд. Потому что голова, она не может работать с максимальной эффективностью, если у вас элементарно, забита шея, да, там, не знаю, нет оттока, нет кровоснабжения, нет оттока лимфы и так далее. То есть оно настолько все взаимосвязано, что когда начинают говорить: так, лидерство – это умение, там, цикл Пидисеи, планировать, выполнять, контролировать, действовать. Я вас умоляю, сначала приведите себя вот как человек в порядок, да, стройте схемы, таблицы, чек-листы, контрольные какие-то замерные точки, да, потому что если нет внутренней энергии, как вы будете это делать? Манна, да? Потом из-за хотелки. Еще есть... Нет, конечно, можно себя заставить, да, можно там все время себя тащить, там, да, усилия какие-то нечеловеческие предпринимать. Да, но у вас тогда надолго не хватит. Просто через 2 года вы просто выдохнетесь, да? Это однозначно. Поэтому... Не будет фактов и результатов, так как это все равно же каждый человек выбирает. Сейчас очень актуальная тема
про энергии, он как бы все равно лидеры, они вокруг развиты же, они себя, в первую очередь, себе платят, собой занимаются, только собой, только тогда они идут к чему-то, а не так, как вот, ну, 2015, да, там 2000, и так сейчас тоже такие же есть, которые все время на работе, головой работе, а семья последний ряд, или вообще для себя времени нету. Это и говорит о Мгм. том, что если для себя нет времени заниматься, да, это какая энергия про это будет речь? Потому что человек живет головой. Мгм. Мгм. Ну да, то есть вот Настин пишет, в данное время окружение супер. Вот видите, это подтверждение того факта, что когда люди вокруг вас позитивные, да, поддерживающие, когда они создают атмосферу доверия, уважения, любви, да, то однозначно вы ощущаете, что за спиной там прорезаются крылышки, вы начинаете ими размахивать и лететь вперед. Нежели когда окружение вокруг, оно такое, знаете, давящее, подавляющее, там, не знаю, критикующее и так далее. И спорт супер. Я прямо это рада, потому что я тоже обожаю спорт и, честно говоря, не представляю себя без вот физической нагрузки. Особенно, знаете, когда мы живем в квартирах, те люди, которые живут в деревне, им повезло гораздо больше, потому что они вынуждены заниматься, двигаться, да, они вынуждены заниматься условным спортом. А для нас, для урбанистов, конечно, наличие различных спортивных каких-то приятностей, это помогает очень сильно. Вот, и кроме того, ну, вот мы сказали уже о том, что окружение, да, очень важно, кто вас окружает. Мы сказали о том, что очень важно, в каком состоянии ваш организм находится. И, ну, это та система, которая, собственно, вырабатывает энергию, поэтому о ней нужно заботиться. Третье, это, конечно, мысли, но позитивных мыслей не будет в случае отсутствия первых двух пунктов. Но еще очень важен третий пункт – это физическое окружение, да, то есть, ну, вы же знаете вот эту вот присказку, да, не знаю, там, притчу, да, что идут два человека, один видит, значит, голубое небо, зеленые деревья, пение птиц, яркое солнце, а другой видит мусор, бутылки, там, пыль под ногами, грязь, хотя они идут по одной дороге. То есть очень сильно все зависит от вашего взгляда, да. Вы можете идти по одной и той же дороге, жить в одном и том же городе, да, заниматься одним и тем же бизнесом, но у вас будет совершенно разный взгляд, да, через свою призму, через призму своего отношения к жизни. И еще очень важно вот собственное физическое окружение. Знаете, несколько лет назад меня дочь заставила сделать дома ремонт. Да, мы потратили огромные силы, энергии, деньги, да, но мы сделали для себя такую атмосферу в квартире, в которой находиться приятно. Вот отсутствие лишних предметов, отсутствие каких-то преград, красивый интерьер. Оказывается, это настолько важно. Вот недаром там офис Гугла, если вы посмотрите, как он выглядит, да, офисы крупнейших компаний технологических, вы посмотрите, что они не жалеют и не скупятся на оформление интерьера, потому что реально человеку, который стремится вперед, вверх и к каким-то высотам, да, он не может находиться в серой коробке с обшарпанными стенами. Там просто не могут родиться интересные идеи. Представляете? То есть физическое окружение. Недаром, говорят, бытие определяет сознание. И тут я вынуждена согласиться с этим. То есть замкнутый круг получается. Основные направления деятельности, Валентина. Моей, да? Ну, наверное, начнем с того, что я занимаюсь управленческим консалтингом, и сейчас я расшифрую, что это такое. Любая организация, неважно, она только вчера появилась на свет, или она живет 10 лет, занимается она производством, торговлей или оказывает услуги, я ее рассматриваю как человеческий организм. Человек рано или поздно чувствует недомогание, да? Он чувствует, что он вчера был сильнее, сегодня ослаб. У него сегодня там в боку закололо, да, у него там появился, не знаю, лишний вес, или у него там головные боли. Точно так же организация в какой-то момент своей жизнедеятельности переживает определенные этапы нестабильности, да.
И вот чем занимаются консультанты по управлению? Они помогают диагностировать, то есть выявить причины недомогания организации, да? Либо это проблемы с персоналом, либо с самим продуктом, либо рынок неправильно выбран, либо ценообразование, либо там вопросы финансирования и так далее. То есть мы выявляем причины и помогаем устранять эти причины, эти барьеры, которые мешают компании быть более эффективной. Ну, лично в моей в сфере ответственности это разработка стратегий, тоже интересная очень тема, и вопросы управления персоналом. Ну, то есть, и понятное дело, что я провожу миллион тренингов, но помимо тренингов, По консалтинг... развитию навыков коммуникации, да? Тренинги. Обязательно, в том числе, да. Но кроме тренингов, чем консалтинг отличается от тренингов? Тем, что мы внедряем системы. То есть это фактически как поликлиническая помощь и стационар. В поликлинику вы приходите, вам выписали рецепт. Вы идете домой, можете принимать эти таблетки, можете закинуть, можете ничего не делать, да? Это тренинги. То есть на тренингах мы вам рассказываем, что делать, да? А консалтинг – это стационар. Консультант берет вас за руку и делает вам болючие инъекции, отрезает ненужное, как, не знаю, там, хирург, заставляет вас выпивать эти таблетки. То есть консультант фактически ведет клиента до результата, пока клиент не получит конкретный результат. Вот это называется управленческий консалтинг. И вот этим делом я занимаюсь с 2003 года, то есть уже вот, очень Уже порядочное скоро, количество. Вот, а сейчас мы, значит, в этом году будет 10 лет нашей палате консультантов Казахстана. Мы создали ее в 2010 году. В палате консультантов я занимаюсь профессиональным развитием и маркетингом. Кроме того, мы создали группу BeMind, которая состоит из 4 консультантов в разных сферах. Мы сейчас двигаемся как группа консультантов. Кроме того, я вхожу в методический совет Национальной палаты предпринимателей Атамикен, в которой мы тоже помогаем разрабатывать программы для развития предпринимательства в Казахстане. То есть у меня вот как бы множество разных направлений деятельности, но все они связаны именно с управленческим консалтингом. Вот. Порекомендуйте, вот какие узкие места и что можно изменить именно вот в теперешнем ситуации в связи с самоизоляцией, потому что так как все равно предприниматели и бизнес сейчас очень нуждаются. Знаете, вот на самом деле это давно было известно и понятно, да, что все яйца в одну корзинку складывать нельзя. И сейчас очень многие предприниматели, которые занимались одним видом деятельности, однозначно поймали себя на мысли о том, что особенно, знаете, вот страдают некоторые сферы деятельности, ну, как туризм, как сфера гостеприимства в целом, да, потому что, ну, у них просто нет возможности что-то делать. Поэтому сейчас нужно подумать. Я понимаю, что есть компании, которые ушли в глубокий минус, да, они остались в долгах, у них незакрытые кредиты, и еще неизвестно, когда откроются границы, и неизвестно, когда вообще какое-то движение начнется в их сфере деятельности. Поэтому здесь нужно очень быстро принимать решения. Нужно находить дополнительные направления, в которых вы можете генерить доход. Знаю, что изначально это кажется невозможным, но для того, чтобы понять, где можно найти дополнительные источники дохода, необходимо собрать какой-то небольшой консилиум. Соберите людей, которые близки вам по духу, таких же предпринимателей, которые обладают достаточной энергией, живостью ума, креативностью, да, побрейнштормите. То есть вот создайте такой мозговой штурм, подумайте, в каких направлениях, что я могу сделать, да, имея те ресурсы, которые у вас остались. Даже если у вас нет финансовых ресурсов, это ни о чем не говорит, да. Финансовые ресурсы – это 10-е дело, вы их можете найти. Самое главное, чтобы у вас внутри была энергия, огонь, желание что-то делать, да. Ведь недаром говорят, да, что неважно, сколько раз ты упал, самое главное – встать на 1 раз больше. Поэтому нужно действовать. Если говорить о компаниях, которые, скажем, несколько видов деятельности ведут, и те виды деятельности, которые сейчас никак не приносят никакого дохода, их нужно, конечно же, закрывать. С ними, ну, не надо с ними возиться. Я понимаю, что это ваши дети, это ваши там, не знаю, там душа, вы вложили в нее там, но чем раньше вы распрощаетесь, да, с
прибыльными видами деятельности, тем проще вам будет вытащить другие. То есть первое, нужно адекватно оценить, принести какой-то доход. Это второе, что необходимо сделать, на мой взгляд, это... Так, сейчас сбилась с мысли. Да, технологии. То есть, понятное дело, что чем дальше будет развиваться, не было онлайн, вас не было в онлайне, да, то нужно это делать. Рано или поздно вы вынуждены будете открывать онлайн, вы вынуждены будете вести бизнес онлайн, неважно, это взаимодействие с клиентами или с поставщиками, с партнерами, ваше присутствие. Да, это затратно, вам придется сейчас вложить деньги. Казалось бы, где их взять, чтобы еще и туда вложить? Но если вы сейчас в них не вложите, в эти технологии, то офлайновый бизнес перестает существовать однозначно. Поэтому вот два пути, два решения, которые в любом случае нужно внедрять. Вот. Классно. Как хорошо, что мы на правильном пути, так как все равно сейчас как бы компания наш Суперэко уже как бы дает сертификаты на онлайн-психологии, бизнес-психологии. Вообще классно. Как хорошо, что как бы предвидели это время, и все головой ушли туда, пока те, которые, да вы что, как это до сих пор не могут понять, где мы и как мы, что мы делаем, да? А это же плюс, потому что все равно поезд уехал, кто не успел в вагон, тот все равно в конце тоже может же успеть. Сейчас очень время быстро летит. Да, однозначно. То есть сейчас не время сидеть и ждать. Знаете, очень многие люди, вот, ну, вне зависимости от того, какие посты, да, мы видим в соцсетях, есть ну, такие ярые оптимисты, ярые пессимисты, люди, которые сидят и ждут у моря погоду, вот нам кто-то должен, нам там должно государство помочь, нам вот те должны помочь, эти должны, ну окей, вообще не важно, помогут они нам, не помогут, в любом случае самим нужно двигаться, да, но представьте себе, что нам никто не поможет. Вот представьте себе, и что? Завтра мы будем сидеть и плакать, и кого-то обвинять, что нам не помогли, но от этого ничего не изменится. А не легче ли самому взять и что-то начать, по крайней мере, пытаться делать? Окей, даже если вы ошибетесь, даже если вы обождетесь, у вас не получится, по крайней мере, вам будет за что себя похвалить. Я постарался, я что-то делал, я не сидел там, да, и не клянчил, и не плакал, и, ну, и так далее. То есть, ну, вот в этом выражается лидерство, да. Лидер – это же не тот человек, который просто там на словах, да. Одна отличительная черта лидеров – это настойчивость. Вот он будет головой биться об лед один, все уже на это забьют, скажут, знаешь, брось это делать, это вообще вот бесполезно. Вот тут уже, видишь, опередил нас на 100 шагов, вот этот нас опередил на 100 миллионов, вот это... Все равно он будет биться методично, ежедневно, да, не бросая дело своего, не опуская рук, он будет это делать. В этом отличительная черта лидера. Да? Лидер не будет говорить, что я устал. Почему мне никто не помогает? Как так можно? Вот нам никто не дает, нас никто не замечает. Да забейте вы на это, боже мой. Забейте, просто делайте, не пока будет же руки, ноги. И ждать кого-то, Ну да, он пойдет. пока работает голова, пока работают руки и ноги, ты сидеть-то, собственно говоря. Окей, да, нам что-то не нравится, ну давайте переедем. Ну переезжайте тогда, ну то есть куда-то переедете, там тоже будет миллион проблем, да. То есть где бы вы ни были на этом земном шаре, нигде не будет идеальной истории, да. Идеальная история будет только в том случае, когда вы, засучив рукава, предпримете все действия, соберете вокруг себя всех людей, которые будут говорить, ты классный, ты супер, ты все можешь, ты молодец, вы взаимно будете это делать, да, и будете со стороны выглядеть, может быть, какими-то крейзи слегка, да, но вы будете действовать.
То есть, что делать? И на самом деле вот сетовать о том, что вот сейчас пандемия, сейчас тяжело. А когда было легко, я извиняюсь? Во время Второй мировой войны или во время революции, или во время застоя 70-х или 80-х? А когда было легко? А его никогда не будет же, по идее, да? То есть вот эти перемены, мы сейчас находимся в так называемой складке времени, сейчас изменения происходят еще с большей скоростью, и они не остановятся. Уже никогда не будет такой предсказуемости и такой стабильности, которую мы помним с нашего, не знаю, там, детства 70-х. Но не будет его уже. Помашите ручкой, да, и смотрите вперед. О чем речь вообще? Ну, дико извиняюсь, если я там кому-то покажусь группой или какой-то, я не знаю, там, чересчур оптимистичной, но это не оптимизм, это реализм, это правда жизни. То есть, вот, сори, я чересчур эмоциональна сегодня. Это нормально. Уровень нормы все равно нормальный же, потому что каждый раз, когда работаешь и знакомишься с такими людьми, прямо вот так, да, есть реальные жизни, здесь и сейчас. Так быстрее же идти вперед, а не ломать себе голову на прошлом, на вчерашнем или даже на 8 часов, да, как бы. Да, ага. Да, смысл какой? Все невозможное, это возможно. Знаете, еще одна есть хорошая такая присказка, да? Если ты считаешь, что ты можешь, или ты считаешь, что ты не можешь, то ты прав. Поэтому, пожалуйста, считаете, что не можете, ну, значит, не можете. Считаете, что можете, значит, можете. Вот это, наверное, мой девиз по жизни, да? На самом деле нет уже слова «не могу», есть слово «не хочу». Ну вот, например, я не могу залезть на дерево. Да ты можешь, конечно, ну, просто не хочешь, да? Я не могу там заниматься спортом, да я тебя умоляю. Ну, что ты не можешь коленки согнуть и выпрямить? Да ты можешь, конечно, просто не хочешь, да? Я не могу заставить себя вставать утром. Да, конечно, можешь, просто не хочешь. Вот если все перевернуть на слово «я хочу», наконец-то, ну, вообще все возможно. Ну, миллион примеров людей там с ограниченными физическими возможностями, которые достигли гораздо большего, чем те, которые лежат на печи и жалуются на то, что у них то не получается, это не могут, еще что-то. Да? Это про лидерскую энергию. Ну, то есть вернемся к началу нашего разговора и 3 пункта, да, 4 пункта, которые мы озвучили. Если кто-то присоединился только что, придется вам пересмотреть эфир с самого начала, первые 15 минут. Все. Пожелайте нашим зрителям какую-нибудь вот свою коронную какую-то вот идею, видение именно вот бизнесе и управлении, именно качество, да, лидерское качество. Знаете, вот очень много было споров вокруг того, что чем человеку заниматься для того, чтобы быть успешным. И одно время так муссировалась такая идея, что для того, чтобы быть успешным, нужно выбрать свое хобби и превратить его в дело. Но в последнее время я с этим не согласна. Хобби должно оставаться хобби, а делом может принести удовольствие и результат в том случае, если вы потратили на него 10 тысяч часов своей жизни. В этой связи у меня пожелание. Если вы выбрали какое-то дело, не отступайте. Будьте настойчивым и ежедневно, методично, каждый день что-нибудь делайте для улучшения своего дела. Когда вы это будете делать, ну вот не потому, что вам нравится или не нравится, приносит удовольствие, не приносит, вы сегодня там устали или не устали, забейте на это, просто делайте каждый день. Распишите себе каждый день и делайте что-то. И не обращая внимания на настроение, на свое отношение, ни на что, ни на других людей, которые вам что-то говорят, просто делайте, да? И через некоторое время, когда вы начнете получать результат, а вы результат по-любому начнете получать, потому что вы просто делаете, это тупо, извиняюсь, да? Тогда результат будет приносить удовольствие, а удовольствие будет приносить еще больше результат. Действие, результат, действие, результат, действие, результат. Забейте на ваши эмоции. Меня вот это, честно говоря, бесит и подбрасывает, когда говорят,
я вот хотел бы сделать, но вот не могу. Не надо мочь или не мочь, просто делайте. Короче, вот такой простой совет. Как знаете, вот как вы детей своих кормите каждый день. Вот есть настроение, нет Как настроения, да? сделать привычку. Ребенок – это ваш проект, лучший проект вашей жизни. Вы же его кормите 3 раза в день как минимум. Вы его одеваете, купаете. То есть это рутина. И делание Здесь бизнеса – это такая же рутина, да? Там не может быть сплошного удовольствия. Ой, это мое хобби, я его делаю каждый день, поэтому получаю удовольствие. Не бывает. Даже хобби – это большой труд. Чтобы в своем хобби добиться успехов, нужно трудиться в поте лица. вот здесь в вопросе, как затянуть друзей в бизнес, они нужны так, как им доверяю. Угу. Не надо никого затягивать. Вы можете их заразить идеей, да? Вы можете попросить их поучаствовать в обсуждении идеи. Не самое, на самом деле, лучшее дело работать с друзьями. То есть если вы готовы с ними распрощаться как с друзьями и просто стать коллегами, окей. Но если вы хотите остаться с ними друзьями, это немножко опасно. Но обсудить с ними вы, конечно, можете. Знаете, организуйте, ну, не знаю, там, вечеринку, чай, да, тематический. Скажите, сегодня мы обсуждаем бизнес-идею. И за рюмкой чая, я уверена, у всех раскрывается креативность. Не ставьте никаких препонов, не говорите, у меня вот такая-то сумма денег, и ее нужно использовать для бизнеса. Не надо ставить никакие ограничения, что, ой, вот это не получится, у нас людям это не надо. Или просто фантазируйте, фонтанируйте идеями, да, и из этого разговора, не знаю, там, 3-4-часового спора, там, не знаю, бешеного креатива, да, без ограничений, все равно что-то родится. Заразите их идеей. Только так можно вовлечь. И сделайте это в формате полуигры, полувечеринки, потому что когда мы обсуждаем, даже проводя стратегические сессии, вы видели на моем сайте, да, написано «играем». Мы очень часто играем с реальными игрушками. Я провожу игровые тренинги, да. У меня есть чемодан игрушек, которые я привожу в компанию, и мы играем в роли. Потому что когда человек ограничен рамками бизнеса, да, и мыслит категориями вот тут деньги, вот тут клиенты, вот тут процессы, то это очень сильно сужает рамки мышления. А для того, чтобы раскрепостить и расширить вот эти горизонты, необходимо выйти из привычной среды. Играть. Играть, потому что если вы вспомните шкалу эмоциональных тонов, да, вот самые нижние, сегодня вот я попросила вас оценить от 0 до 10, на самом деле одни из самых верхних эмоциональных тонов, на котором живут люди абсолютно свободные, абсолютно счастливые, это один из тонов называется игра. Представляете, это самый высокий тон. Это тон выше энтузиазма, выше уровня счастья. Поэтому дети маленькие, они когда играют, им вообще никогда нельзя запрещать играть. Что-то там разбирать, что-то там кричать, что-то там, не знаю, рисовать на стенах, потому что именно в это время у них развивается критическое мышление, креативность и вот эта свобода выбора, да. А когда мы им говорим, сидите вот так, да, там, слушайте учителя, поднимайте руку и, ну, не знаю, там, Так, ограничения... лево-направо расстрел. Ну да, то потом вырастает ребенок, который, знаете, вот что воля, что неволя, все одно. И потом мы его пытаемся тормошить и сделать из него бизнесмена, не знаю, там, креативного какого-то, счастливого, веселого человека. Но не получится, потому что он всю жизнь жил в узком коридоре, да, и все время он боялся, что его накажут. Ну как это возможно? Поэтому игра – это очень круто, это очень близко туда, к высшему разуму, если он есть. Благодарим за эфир. Спасибо большое. Очень было классно. Эфир сохраним, YouTube положим, посмотрите, пишите. Если что, в директ пишите, задавайте вопросы, поможем, ответим. До встречи. Спасибо вам большое. До свидания.